Время 9 утра. Стадион города воинской славы. Моусер Боку начинает утреннюю тренировку. Утро начинается с зарядки, я бегаю чуть здесь на стадионе, потом делаю упражнения. Также со мной занимается мой двоюродный брат Амин, он тоже занимается борьбой. Вот мы вместе уже долгое время утром делаем тренировки. Зарядка у меня идет как настрой уже на день. После зарядки я чувствую себя очень хорошо. Потом у меня в 11 часов уже в ДК я занимаюсь борьбой. Тренер у меня Батыров Султан. После борьбы у меня вечером уже в 5 часов уже основная тренировка, где я делаю ММА, грэпплинг уже в стойку, в фоке делаем. Тренер у меня. Вот, как началась твоя спортивная карьера вообще в ММА? Как началось? Ну, в ММА 4 года назад я и в борьбе не тренировался, у меня была травма, я где-то 2 года не занимался. И вот потом, как начал тренироваться, и мне Башир Гагиев, тоже он сейчас и боец, и тренер. У него свой зал он открыл. Вот он предложил, спросил, не хотел бы я выступить на турнире «Битва на Заране», так как там должен был драться один наш земляк, но из-за травмы он снялся, и мне предложили замену. Ну, я не отказался, попробовал. Первый бой у меня был с хорошим бойцом. Рекорд у него 8-2 или 7-2, по-моему, на тот момент был. Вот я вышел против него, ну и выиграл в первом же раунде техническим нокаутом. Ну, потом уже понравилось. Затянуло, да? Ну, я уже начал чуть тренироваться, и дальше у меня пошло. Вот можно ли сказать, что именно вот борьба тебе помогла, да, в ММА? Ну да, в основном я акцент делаю на борьбу, но также стараюсь и учить, смотреть те вещи, которые я раньше не делал, это мне тоже интересно. Но в основном, если у меня стойка не проходит, я борюсь, стараюсь переводить соперника, оттуда забирать очки, моменты какие-то, переводить партер. Один из самых известных и разносторонних бойцов республики, Моусер Боку, начал свою спортивную карьеру в зале вольной борьбы. Каждый день на протяжении более 10 лет Моусер начинает свой день с утренней разминки на стадионе, по окончании которой спешит в борцовский зал, чтобы продолжить тренировку под руководством Султана Батырова. В самом начале я жил за городом, и там не было зала, чтобы заниматься. Так, я знал, что есть в Малгобеке есть хороший зал борьбы. Об этом мне постоянно говорил отец, что когда чуть подрасту, он отправит меня туда заниматься, повезет, устроит туда. Мои старшие братья тут занимались до меня, но у них как-то не сложилось. Потом мы переехали в 2000 году, и вот с 12 лет я занимаюсь здесь, в этом вольной борьбе, под руководством Батырова Султана. Султан очень хороший тренер, постоянно готовил меня к соревнованиям, не только как спортсмена, но и как человека. Он постоянно воспитывал нас, в первую очередь, как людей, воспитывал у нас характер. Для меня Султан как отец, также он занял такое место в моей жизни, которое в основном больше всего времени я проводил дома.
А на втором месте это тренировки. Также... Насколько сильно на тебя влияет его поддержка, то есть психологическая поддержка, насколько он тебя настраивает перед соревнованиями? Ну, всегда перед соревнованием я прихожу сюда, вот, слушаю, он говорит, как мне надо, что делать, как готовиться, он готовит к бою, я настраиваюсь, прям хорошо бывает перед боем. Заслуженный тренер России Султан Батыров воспитал не одно поколение чемпионов. К одному из самых успешных учеников, основоположника вольной борьбы города Малгобек, смело можно отнести и Моусара Бокова. По словам Султана Батырова, первый день, когда Моусар переступил порог этого зала, он сразу в нем разглядел дисциплинированность и целеустремленность. На тренировку Моусар выкладывался как мог, мечтая добиться в спорте больших успехов. То он приходит на тренировки, то его месяца два нету, потом снова пришел, поработал где-то, выехал на соревнования, какие-то соревнования выиграл по юношам. Потом опять пропадал. Вот так тренировался. Потом уже более взрослым, он начал систематически посещать тренировки. Даже посещал тренировки тогда, когда здесь никого не было. Вот он один на ковре, вот тренажеры, и я рядом сижу. Все, больше никого нету. Ты такой работяга, сам работяга. В таких качеств, как спортсмена, гибкость, чувствительность, у него очень слабая в этом плане. Но то, что он сделал вот это пахотой, работой сделал. Очень такой работоспособный парень. В отношении человеческих качеств, там, по-моему, надо портрет рисовать любого благородного человека, с него рисовать. Исключительно благородным. Каждому спортсмену перед выходом на поединок очень важна поддержка тренера. Теперь, когда Моусар помимо соревнований по вольной борьбе участвует и на турнирах по смешанным единоборствам, Султан Батыров старается помогать своему подопечному психологически правильно настроиться на поединок. Последний бой у него был. А эти киргизы очень мягкие, очень выносливые. Что самое главное, они у них выносливость очень сильная. И вот эти вот обладают приемами, удушающими приемами, вот этими приемами. И там нужно было постоянно в работе быть. Не обязательно, чтобы он попал. Главное, чтобы он делал вид, что бьет, отвлекать, не дать ему возможность контратаковать. И он это сделал. Конечно, вот тяжело было. Тяжелый бой был. Я думаю, я хотел было поехать к нему, в горы поехать. И говорил я ему, я могу приехать. Потом я посмотрел, думаю, волноваться он начнет. При виде меня он начнет волноваться, и хуже будет у него положение в этом. И я ему говорю, надо разогреться, настроиться надо, пропотеть, продышаться. Чтобы у тебя сохранилось вот это же 3 раунда по 5 минут. А если финальный бой, то 5 раундов по 5 минут. Это очень сложно. Вечерний час тренировки начинается уже в фоке города Малгобек на базе спортивного клуба «Кушт». Здесь Моусар отрабатывает навыки борьбы и ударной техники. Вечерняя тренировка у нас проходит в фоке в спортивном клубе «Кушт». В основном также у нас акцент идет на борьбу, на грэпплинг. Также доделаю стойку, тоже отрабатываю. Помимо борцов с Моусаром, также тренируется и боец ММА Руслан Белхароев, спортсмен с большим потенциалом. В преддверии соревнований или турниров оба бойца начинают усиленные тренировки. Как признается Руслан, опыт и знания Моусара Бокова, который он старается передать начинающим бойцам, очень помогают правильно настроиться на поединок. Да, СДЛ, ну, если у вас экзаменский Моусар, тренировки у вас, бороться до учебы, сейрene, заркашты, тренировки у вас. Доккой тренировки. Чё, ненче доля сей новослот, чё, ненче доаз. Год я ждик хет, масхан балет, схавах сюда вот. Борт халара, что новости, поддержка хамхож, ата хуган хет, ата хул. Так, чё, борт был зали, бака чарш дал доаш, борт бушай азали.
тарих واحد موصل توقع مش تخيل ليش هذا 2 года назад в Малгобеке открылся первый спортивный клуб «Кушт», в котором собрали сильнейших борцов района. Одним из первых спортсменов, начавших выступать под эмблемой клуба «Кушт», стал Моусер Боков. Для нас очень важно, чтобы побольше открывались клубы, чтобы для спортсменов, чтобы больше было условий, чтобы ездили на соревнования. Раньше не очень были условия, не часто ездили на соревнования. Вот после открытия клуба уже опыта начали больше добавлять. Часто ездим на соревнования. Для нас это, конечно же, сказывается. Тренера тоже уже настроены, чтобы нас готовить. Самая большая мотивация для любого спортсмена – это поддержка со стороны родных людей. В детстве Моусер был очень активным ребенком, и родители, не задумываясь, решили отдать его в секцию вольной борьбы, с чем они в итоге и не прогадали. На протяжении нескольких лет Моусер успешно выступает на турнирах Лиги М1 Global, выходя в рейдж против сильнейших бойцов мира. Как признается мама, она старается не смотреть поединки сына по телевизору и узнает результаты после поздравительных звонков знакомых. صوالش فتيخونك شي تنروح كداخ والله كان كبادر يالش تروح الله كداخ شان غاش عقل اخر سيجش جان نقبر نو حتى شين بول زخنيت سنسو بادر يالش سن حاجه واشتا ما قلت سن حاجه حيجت ما قلت تغير تربو جيت بولو Так, я здесь успокоиться, доказ, хаж своду магат. Да, че хоза хет котлен, цевиче, это ища чока хетсу. Цу ешь пявали. Помимо турниров по вольной борьбе и ММА, Моусер также активно участвует, в том числе и в соревнованиях по грэпплингу и боевому самбо. А в прошлом году наш спортсмен стал чемпионом мира по панкратиону и готовится во второй раз стать обладателем золотой медали на мировой арене. С недавнего времени я начал выступать за спортивный клуб «Кушт». У меня хорошая поддержка. Меня поддерживает Башир Куштов, отец и основатель клуба. Также поддерживает Алаудин Хадзиев. Тоже это человек, который предложил создать этот клуб с Магомедом Мусаем. Магомед Мусай на данный момент возглавляет этот клуб, помогает нам готовиться, проводит основные тренировки, сборы. Также на прошедшем бою Башир Куштов приезжал, и Алаудин Хадзиев, они приезжали поддержать меня. Перед боем тоже настроили, и после боя тоже поздравили. В первую очередь хотелось бы выразить свою благодарность. Ну, сейчас на данный момент я в основном готовлюсь на чемпионат мира по панкратиону. Я месяц назад ездил на чемпионат России в Майкоп, там выиграл. Со мной был хороший соперник с Петербурга, достаточно опытный, тоже профессиональный боец. По воле Всевышнего у него выиграл. Так, раньше, в 2016 году, тоже я участвовал на чемпионате России и мира, тоже выиграл. Ранее, так, я как на этих соревнованиях был как уже действующим, ну, как фаворит был, да. Это повлияло, то, что настрой у меня был хороший, я смог прям хорошо выступить и выиграть. Теперь цель стать двукратным чемпионом, да? Да, в основном, да. А вот, Султан, насколько вам приятно наблюдать за Моусером со стороны теперь? Он участвует на различных соревнованиях, да? Насколько вы за него переживаете сильно? Насколько вам приятно, когда он выигрывает, побеждает? Он готов поехать на любые соревнования, по любому виду спорта. Будь то это бои без правил, смешанное единоборство, М1, панкратион, вольная классическая борьба, для него разницы нету. Он в любом виде борьбы готов участвовать и сделать все, что от него зависит. В скором времени Моусеру Бокову предстоит участие на нескольких соревнованиях, полной самоотдачи на каждой тренировке и поддержка близких людей. Вот залог успеха, считает спортсмен.